Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на календаре 2 декабря, воскресенье. Весь народ отдыхает, а мы опять на речку. Сегодня мы поедем на нашем урагане. Хватит ему отдыхать. Пусть теперь Нива отдохнет, потому что снега навалило очень много. И ездить очень накладно получается. Первая, вторая, пониженная бывает. Очень много расход топлива. А этот у нас четырехтактник, довезет прямо до места. Сейчас я на днях, на той неделе сделал. Сейчас друзья, он у меня прошел капремонт полный. Техобслуживание провел. Поменял двигатель и масло. Поменял цепочку, потому что та была немного растянутая. Поменял ремень вариатора. Он нормальный был, хороший, но я все-таки поменял, хуже не будет. Потому что разобрал. Что еще я здесь делал? Отремонтировал гусянку. У меня видео было. Отлетела такая поперечина между гусянками. Я с другом, Женька мне помог, выточил железные пластины, литые с двумя дырками. И с той стороны закрепили не шайбами, потому что их вырвало с корнем, а на пластины посадили. И теперь оно еще прослужит долго. Что еще? Проводку починил. У меня проводами, ветками вырвало провода отсюда. Отсюда провода были вырваны. Все заизолировал, отремонтировал. Теперь все четко. Еще хочу показать. Подойди сюда, с этой стороны. Что я сделал с капотом. Кто покупал ранние модели урагана, знаете, как неудобно снимать капот. Чтобы снять капот, надо отсоединять ручку реверса, снимать цепь надо, и только в том случае снимался капот. Женька мне вырезал кусок капота. Снег туда не заходит, потому что здесь сам реверс. Он туда никак не попадет. Для снятия капота, правда, здесь немножко оставили. Остается снять только, открутить одну гаечку на 10 вот, снять болт, убрать ручку реверса, и капот снимется. Удобнее теперь. Не надо снимать цепь. Сделали это удобство. Просто вырезали кусок. Без всяких переходных пластин, без ничего. Аккуратненько вырезали. И все четко, красиво. Практически даже незаметно. Смотрите фото. Фото прилагается. Я сфотографировал, когда все это делал. Ну что еще могу? Вон, Женька мне тоже сделал. Это уже прошлый год он сделал. Вот такую жестянку. Зачем она сделана? Сюда снег не попадает. Не попадает снег в фильтр. Фильтр не леденеет. Он всегда сухой. Ну и двигатель всегда в тепле и в сухости. Ничего сюда не попадает. Очень удобно сделано все это. Закрывается жестянка. Так что производители можете сделать на заводе тоже такую защиту от снега. Ну что, капремонт, что еще мы здесь сделали? Все смазали. Все почистили, подтянули гаечки на поперечинах, которые между гусянкой очень много гаек было ослаблено. Все это подтянули. Теперь он у меня как новенький. Немножко подкрутил тросик, теперь он у меня бегает здоровски. Я сейчас взял навигатор и мы замерим скорость. Пробуем завести. Тумана сегодня мы не берем, потому что не знаю, как он на буксе себя поведет. Я на машине за 1000 рублей заправляюсь, мне хватает 3 раза съездить. Я на эту тысячу, на этом боксе буду ездить.
я баламуту с собой. Попробуем. Может, я все-таки его еще и приучу на буске кататься. Там-то я его, конечно, отпущу. Просто здесь движение автомобильное может попасться он под колеса куда-то. Ладно, пробуем. Я первая поездка на Кубрагане. Супер. Ну что, друзья, замеряем скорость. Смотрим, сколько он выжмет. Сидеть, Туман, сидеть. 37, 39, 40. Я же говорил, 40 отдал. 40 километров в час. Почти 41 бывает. Сейчас еще немножко откручу ручку газа. Еще попробуем. 40 отдал. Было 42. Вот так вот, друзья, 42 километра в час он дает. Сами все видели. Сейчас обратно закрутим. Нам такая скорость ни к чему. Пленочкой закрываю, чтобы туда снег в тросик не попадал. Ну все. Ну как-то вот так. 42 километра он выжил. Ну а теперь отпускаем тумана и едем на речку. Аж прослезился. Встретимся на реке. Надежды, конечно, никакой, но снять нам не трудно. Поснимаем. Поснимаем. Потому что уже сколько здесь они стоят, палки. Ничего они не поймали. По большому счету. Так. Сейчас как закон подлости. Решил поднять палки, переставить. Обязательно что-нибудь да попадется. Чуда не бывает. Здесь вряд ли что-то будет. У нас продольник на мальков. Тем более палку подняла. А нет, что-то есть. Что-то тяжеленький идет. Так, Семка идет. Крючок возьмем на всякий случай.
А, мы даже крючка не взяли. Ну ладно. Блин, оставить что ли ее? Что-то идет. Или зацеп. Походу зацеп. Корягу какую-то тащу, наверное. Нет, вон идет налим. Вот тенати. Это я говорю всегда-то, как только решил поднять, сразу вот такой налимчик. Больше килограмма. Килограмм точно будет. Чуть больше даже, наверное. Нормально. Я даже крючка не взял, никакой надежды, потому что не было. И чё? Одну палку оставлять в стороне. Ну да и пусть стоит. Может еще что-нибудь поймает. Короче, пусть стоит. Так, у нас планы немного поменялись. Я думаю, зачем я буду тратить время, пока переставлять эти палки. Я их поднял. Вот. Здесь кучка, там кучка. Пока светло, я лучше пойду проверю палки свои, которые на границе стоят. Ну, вдруг там что-то попалось, чтобы по светлу вам показать. Ну а потом по темноте или в следующий раз, когда подморозит получше, когда речка встанет, переставлю. Тут можно, в принципе, и там по буранке идти, на тот берег. Как бы тут уже ездят бураны, уже не опасно ездить. Ну, вижу, вот там народ ставит, 2 человека тоже. Здесь пока никого нет. Вот здесь я где-то и поставлю, переставлю. Но это позже. А пока поехали. Поехали проверять палки на границе. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. Переключаемся на перегазовке. Поехали! Туман, туман, поехали! Чем хорош буксировщик, это по реке не надо пешком ходить. Получается, сокращается время. О, пошла вода. Вода, вода, кругом вода. Ну, начали заливать переправу уже. Погодка устаканилась, начала подмораживать. Это хорошо. Метель кончилась. Все-таки услышал боженька мои молитвы. Сейчас, если морозец дарит, лед будет уже получше. Так, 3 палки вот эти, наверное, я тоже здесь оставлю. Раз, два, три. И вот 4-ю переставил, 4. Один продольник, 5 палок, пусть ловят. Ёшик и налимчик тут должен быть, ага. Ловите. Какой-то рыбак
Прямо возле палок моих 2 ряда он перегородил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут и 1, 2, 3, 4. Ниже и еще. Так, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 палок воткнул прямо между моими палками. Печора большая, да места мало. Он думает, здесь, если я ловлю, значит, рыба километр. Наивный. Просто возле моих палок перегородил. В 10 метрах. Да ладно. Пусть рыбачит. Друзья, вот мои прибыли на наше место, на нашу так называемую границу между шугой и тонким льдом. И как мы видим, моя заливка прошла вполне успешно. Вон стоят палки у меня вдоль границы. Я специально вот вчера ходил и прямо протыкал вдоль тропы лед. Вода с него выступила, и он все залило. Залило хорошо. Залило просто замечательно. Вон. Снега нет. Снега нет. Морозец небольшой давит. Значит лед будет. Смотрим. Замерзло, нет, со вчерашнего. Так. Пока нет. Пока вода. Но ничего страшного. Завтра уже здесь все замерзнет. Пока соваться туда не будем. Под этой корочкой льда, потому что находится основной лед, который очень тонкий. Но без снега завтра, думаю, здесь все будет уже чики-пуки. Ну что, пошли проверять. Сейчас глянем еще. На той стороне мужичок. На той стороне реки ходит. Что он там ходит? Кто такой рыбак, охотник вообще? Или снежный человек? Хромой. Хромает. Ружья нет. Видать, рыбак. Конкурент. Оглянулся и сейчас там будет ставить палки. Ну правильно. Кто не успел, тот опоздал. Я, видать, долго собирался. Ну ничего. О. Остановился. Оглянулся и сейчас здесь будет ставить палки, скорее всего. Ладно. Печора большая. Места всем хватит. Ну, пошли проверять. Перебираться, скорее всего, будем завтра. Вот, друзья, какой обалденный закат сегодня. Вообще здоровский. Жалко, эта говняная камера не может передать всю красоту. Но до той далеко идти. Смотрим дальше. Туманчик. Пока греется буксировщик, двигатель прогревается. Решил сказать еще пару слов напоследок. Ветер стих, снег прекратился. Мороз давит. Уже где-то так ощущаются, градусов 15 уже есть. Это радует, это здорово. Значит, будет лед, значит, мы скоро поменяем место дислокации. Ну вот, сегодняшний улов наш составляет всего 1 налим. Такой. О, закоченел уже. Вот такой налим. Ну, килограмм не меньше, по-любому. Вот он. Выше колен даже у меня получается. Нормальный. Как говорится, жареха есть. Вот. Сейчас мы его берем. Все нормально. И в кофре его уберем, чтобы
А сюда место для тумана. Ну вот, закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Всем пока. Завтра или послезавтра, нет, скорее всего завтра, встречаемся в это же время. Ну не в это время, но в этом месте точно. Встречаемся на реке. Всем пока, всем удачи. До свидания, друзья. Так-то оно будет, наверное, теплее. Да, туман? Теплее будет. Поехали! Туман уже сидит без привязи. Привык быстро. Быстро привык туман, да, туманчик? Сиди, сиди. Можешь ложиться. Поехали.